Здравствуйте, мы продолжаем прямое включение. С вами Олег Желнин, журналист, с акцией «Путь к дому» в районе город Якутск, улица Федора Попова, 8/1. Уже до обеда пришло 33 человека, лиц, попавшие в трудную жизненную ситуацию. И мы сегодня поговорим о данной проблеме с Михаилом Алексеевичем Кондаковым, представляющим МВД Республики Саха-Якутия. Михаил Алексеевич, вообще вот эти люди, да, в социуме нашем, они опасны? Ну, скажем так, что эта проблема зародилась не вчера, не сегодня. Наверное, уже лет 10. Как вам сказать? Вот статистика, она вещь упрямая. Если, откровенно говоря, они как таковую угрозу для общества, открытую угрозу они не представляют. Однако они в силу, они разные все. Каждый человек индивидуальный, поэтому они могут совершить какое-либо тяжкое преступление, да, но в основном они совершают кражи. Я скажу, что они могут стать, чаще всего могут стать жертвами преступлений от уличных хулиганов, там, от молодежи и так далее. Их могут побить, там, унизить. Но я думаю, что они прежде всего представляют угрозу для здоровья граждан. Вот сейчас мы проводим, то есть наши коллеги из министерства проводят медосмотр и так далее, выявили уже туб-больных, ВИЧ-инфицированных. Я думаю, что они представляют такую угрозу. Но своим внешним видом они, естественно же, нарушают общественный порядок. Скажем так, нарушает общий пейзаж города. Таких людей не должно быть. Такого явления, я считаю, не должно быть вообще. А вот как МВД, вот вы провели месячник, да, как бы шестую акцию «Путь к дому», да, и каковы результаты, на ваш взгляд? Это социальная проблема все-таки? Или же это, как бы сказать, реалии нашей жизни? То есть, вот люди туда попадают из-за того, что употребляют алкоголь. Я считаю, что да, это проблема нашего социума. Вот мы в 2016 году в рамках подготовки к проведению 4-х спортивных международных игр «Дети Азии» проводили сами уже такую акцию. И на тот момент было порядка 240 человек мы задокументировали. А на сегодняшний день, вот мы с 8 августа текущего года в городе Якутске проводим сами уже эти мероприятия целенаправленно. И уже в территориальные отделы столичной полиции было доставлено 334 человека. Вот сегодня мы проводим 7-ю по счету акцию, которая была поддержана, наше предложение, то есть предложение МВД было услышано. Уполномоченный по правам республики Сардана Михайловна Гурьева нас услышала. И уже 7-я, еще раз повторю, акция проводится. И вот при проведении такой акции, в среднем мы где-то выявляем 60 человек. Вот уже сейчас было 33, вот я вижу, еще привезли людей. Как-то так. И проблема, да, я считаю, что все равно это алкоголь. Проблема алкоголь. Люди злоупотребляют. Семьи расстаются, естественно, там какие-то, наверное, судебные тяжбы, да, бытового характера, и люди просто вынуждены выйти на улицу. Вот сколько сегодня пообщался с народом, все уповают на это. Пил, бил, в результате оказался на улице. Сегодня Сардана Михайловна Гурьева, да, она рассказала о том, что инициировался проект в Ултумэне по законодательный акт Республики Саха о бродяжничестве, попрошайничестве. Как вы считаете, он необходим сейчас, хотя бы для вашей работы? Конечно, мое личное мнение, такие санкции, то есть ответственность за такие деяния должно быть принято на федеральном уровне. Вот сейчас опять мы примем на уровне республики, а кто их будет исполнять? Вот на сегодняшний день есть у нас кодекс республики об административных правонарушениях. Органы внутренних дел не имеют права составлять протокол. То есть будут ли работать административные комиссии, какие там могут быть предусмотрены санкции? Штрафные
Как они могут оплачивать штраф? Вот здесь тоже, конечно, инициатива хорошая, но здесь надо подумать. Я сразу спрошу, ну, и МВД в течение нескольких лет это говорит о возобновлении медрезвителей. Или бы типа таких учреждений, как медрезвитель, мне кажется, это могло бы решить проблему в каком-то мере. Полностью согласен. В какой-то степени мы могли бы очистить город от праздно шатающихся людей. Вот вы совершенно правильно сказали, у нас период реформирования органов внутренних дел, который произошла в 2011 году, существовавшие на тот момент медицинские вытрезвители были ликвидированы. Вот сейчас я слышал, что на федеральном уровне решается вопрос воссоздать, то есть возобновить работу. Но это должно помочь и нашему городу, и вообще в целом республике, если такие учреждения появятся. Но это, грубо, мое мнение. Да? Огромное спасибо за то, что вы нам дали интервью. А мы продолжим. Мы сейчас расскажем вам, какие люди, откуда появились на этой акции.